КСП онлайн. Городские новости сейчас. Четверг, 11:00. Совещание с представителями крупных торговых предприятий. Гости – это 6 организаций: Аренберт, Гурман, Березка, ИП Мурадян, а также УАО «Молоко» и Ухта-Хлеб. Магниты 2 местных племхоза не явились. Обсуждается повышение цен на продукты в последнее время. Администрация призывает предпринимателей установить минимальную наценку или вовсе заморозить цены. Бизнес, в свою очередь, отвечает, что на социально значимые товары и так старается ее не сильно накручивать. У некоторых сетей есть свой список, так сказать, неприкосновенного запаса для людей. Однако безоговорочно пойти навстречу администрации сети совсем не готовы. Мы со своей стороны готовы обозначить на выделенные позиции, которые также опишем, укажем торговую наценку не выше 5%. С чем это связано? Потому что рост цен непредсказуемый, она как может расти, так и может падать. И чтобы не получилось какого-то коллапса, проще фиксировать цены внутри сети. Заморозив цены сегодня и недополучив прибыли, завтра нам не на что будет купить другие товары. Так объясняют свою осторожность торговые предприятия. К тому же, как рассказывают представители сетей, немалую лепту в удорожание продуктов вносят оптовики, у которых закупается розница. Бывали частенько случаи, когда присылается письмо о подорожании от производителя. Начинаем сверять, проверять, и мы понимаем, что местный оптовик чуть-чуть цену и повысил под шумок. Вроде бы в надежде, что будет это незаметно. На совещании представители местных оптовиков не присутствовали. Собравшиеся призвали обязательно включить их в списки будущих собраний. Последовало и еще несколько предложений. Например, ввести в магазинах такие позиции, как четвертинка хлеба, а сахар фасовать по полкило. По идее, это должно помочь незащищенным слоям населения. Также можно было бы открыть и целый магазин нового типа. Я знаю, что во многих городах, например, делают вообще отдельные магазины социально значимых товаров. Например, в Березке низкая цена сахар-мясо, у другого яйца, молоко, у третьего хлеб и так далее. Все это поставка идет в эти магазины, и люди, именно социально незащищенные, идут в магазины и обслуживаются там. Итогом совещания стало несколько пунктов. Во-первых, сети готовы обсуждать заморозку цен, но по немногим позициям. В основном это долго хранящиеся продукты, которые можно закупить побольше уже сейчас. Другую позицию озвучили УАО «Молоко» и Ухта-Хлеб. Они сразу подтвердили готовность заморозить цены как минимум на ближайший месяц. Все мы просчитали, все понимаем прекрасно. Пойдем на некоторые уступки. Но если надо, значит надо. Здесь вопросов нет. Другие участники совещания передадут свои предложения в администрацию в течение недели. Кроме того, все согласились, что нынешняя встреча лишь первая в череде будущих. И на этот раз говорить о ценах на продукты будут вместе с местными оптовиками и производителями.